Руслан, аҳақьим ачымазаҩ ихәышәтәра далагаанӡа дымҩашьахуа идыруазароуп иихьуа. Сара еснагь убри сацәшәоит. Хымԥада аҳақьым аҩашьара азин имам. Убри азы иҟоуп зықәныҟәоу ԥҟарақәак. Убарҭ иреиуоуп адиагноз ашьақәыргыларазы имҩаԥгатәу аҭҵаарақәа. Иахьа ҳазлацәажәогьы абри атема ауп. Сасны даҳтәуп аҭҵаарақәа рлабораториа аиҳабы Алиса Матуа. Абзиара шәымаз, шәара шәаҟәыԥшуеит аԥсуа телехәаԥшраҿы зегь разҵа згәы еисуа адырраҭара агәеисра. Лабораторные исследования. О них мы будем говорить сегодня. Это важнейший этап в диагностике здоровья организма. Даже если у пациента прекрасное самочувствие, необходимо регулярно проходить осмотр врача и сдавать анализы. А вот мы привыкли дожидаться, пока гром не грянет. Хотя все прекрасно понимаем, что на ранних стадиях болезнь значительно легче вылечить. А при регулярной сдаче анализов и посещении врача развитие заболеваний можно предотвратить. Точные данные анализов необходимы для правильного определения диагноза. Во многом достоверность результатов анализов зависит от медицинского оснащения и квалифицированности специалистов. Сегодня у нас в программе агуэйсра именно такой специалист. Заведующий лабораторией Савитар, кандидат биологических наук Алиса Зауровна Матуа. Взяла фабит. Зирашпат. Какую вот лабораторию вы предпочитаете, если приходится сдавать анализы? Я предпочитаю лабораторию на Лакоба около детской поликлиники, Аква. Вот. Там очень хорошо в вену попадают. Сейчас новейшие лаборатории в Абхазии созданы. Но мы в моем возрасте мы всегда сдавали анализы в Черноморье. Лабораторные анализы, если честно говоря, они некачественные. Результаты, допустим, там рои или белок или что, незначительное количество указывается. Когда человек на самом деле серьезно больной и гриппом, температура до 40 поднималась, в таком процессе там и белки должны обнаруживаться, и рои повышенные должны быть. Нет, не в центре, в морской поликлинике. А почему? Вы доверяете больше? Ну, как-то я уже здесь давно просто сдаю в этой поликлинике, поэтому там и сдаю уже. Ну, обычно куда больницу иду, там же сдаю, ну и Аква Плюс. Обычно, да, сдавала, больше нигде не сдавала, я не знаю. А бывало ли так, что вот ошибались с анализом, неправильно что-то у вас брали? Бывало. Ну, расскажите. Ну, бывало, вот муж болел у меня, ну, один раз неправильно, второй раз пересдавали, бывало и третий раз уже в другом месте. И все разные результаты были, да? Да, и все разные результаты. В республиканской больнице есть лаборатория. Я им очень доверяю. А где-то вам еще приходилось сдавать анализы? И было ли такое, что вот ошибались? Нет, чтобы ошибались, я не знаю. Я вообще очень редко сдаю анализы. Но всегда пользуюсь услугами в республиканской больнице. Там очень приветливые. Лаборатория Савитар. Новая лаборатория, но мне кажется, оборудование новое там. Как-то... Я сдавала анализы и затем сдавала в Москве. Были совершенно идентичные результаты, такие же, как в Савитаре. То есть никаких у нас нет жалоб. Алиса Зауровна, лаборатория Савитар, мы знаем, недавно открылась, и мы знаем, что у вас есть методы диагностики, которые впервые в республике сегодня налажены и делаются. Не могли бы вы пока перечислить, какими методами вы владеете? Да, какие методики у нас? Ну, о анализаторах, наверное, поговорим потом. Сейчас перечислю те виды исследования, которые мы проводим. Это клинические методы исследования, развернутый общий анализ крови, полная коагулогия, общий анализ мочи, широкий спектр биохимических исследований, иммуноферментные исследования, ПЦР в режиме реального времени, проточная цитометрия, с помощью которой мы исследуем иммунную систему человека. Ну, в каждый из этих видов исследований, конечно, входит ряд, достаточно большой спектр исследований, которые, если вы позволите, я, в принципе,
раскрою, может быть, позже. Чуть не позже, знаю, да. как скажете. Давайте про анализаторы, раз вы так сказали, насколько они соответствуют современным требованиям? Соответствует, мы можем этим похвастаться, потому что из 8 анализаторов, которые у нас имеются в лаборатории, из 8 4 полностью автоматизированные и 4 полуавтомата. После того, как ты программируешь этот прибор, заполняешь его пробами, анализатор работает сам. И в течение 2, 3, порой 4 часов, в зависимости от того, какое задание, грубо говоря, ты задаешь этому анализатору, он тебе выдает результаты. Полуавтомат — это когда частично человек выполняет, лаборант, работу сам, другую часть исследований проводит анализатор. Но благодаря автоматизированной системе мы можем избежать такой фактор, как человеческий. Перед тем, как вообще пробы приходят в лабораторию, до 70% ошибок, как сегодня уже выяснилось, происходит на периоде предобработки биоматериала. То есть поэтому особое значение хочу уделить именно забору биоматериала, в частности забору крови. И, к счастью, у нас есть такая возможность, осуществляется забор крови с помощью вакуумных систем. Во-первых, благодаря этим системам и пациент, и медицинский сотрудник, который берет кровь, он защищен максимально от каких-то манипуляций, связанных с биоматериалом, с тем, чтобы не соприкасаться и не было контакта с биоматериалом пациента. Это один момент. Другое, крайне важно, то, что благодаря вот этим вакуумным системам в каждой пробирке свой антикоагулянт. Антикоагулянт — это вещество, с помощью которого кровь не сворачивается. И в лабораторных методах исследования нужны разные антикоагулянты. Это и гепарин, и цитраты, и ДТА. И в каждой пробирке уже заведомо есть та концентрация антикоагулянта, которая рассчитана на конкретное количество крови, которое заливается в эту пробирку. Если это делать в неразовых пробирках, которые многократно мылись, скажем так, в которых человек сам заливает, лаборант, антикоагулянт, то есть вероятность, причем большая, того, что пробирки могут быть вымыты недолжным образом, антикоагулянт может быть залит не в том количестве, в котором надо, и это, безусловно, отразится на результатах. Поэтому то, что сегодня мы перешли на вакуумный забор и на разовые пробирки, то есть мы на этом этапе исключаем ошибки, это многого стоит. И дальше уже этот обработанный биоматериал поступает в лабораторию. А тут уже дело врача-лаборанта правильно и квалифицированно довести это исследование до конца. Алиса, да, мы столько терминов сказали, что наши зрители сейчас скажут, ничего не понятно. Но что я хотел спросить, раз мы говорим о методах забора, как должен пациент подготовиться, прежде чем прийти для сдачи анализа? Да. На такие виды исследований, как общий анализ крови, биохимия, коагулогия, гормональные исследования, гормональный фон, когда мы исследуем, иммунологические параметры, обязательно пациент должен приходить натощак. Обязательно. Поэтому просьба уже заранее подготавливаться и легкий ужин, утром ничего не есть, и иногда спрашивают, можно ли пить воду. Воду можно пить, не принимать никаких таблеток, особенно если сдают на гормоны, в частности, скажем, щитовидной железы, там и другие гормоны. То есть ничего не принимая с утра, надо прийти, сдать кровь, а потом уже можно, естественно, и завтракать и так далее. Но есть такие виды исследования, для которых не имеет значения, человек натощак или нет, какие-то. Это на вирусные инфекции, на бактериальные инфекции, на определение антител к этим вирусным или бактериальным инфекциям. Дело в том, что если этот человек инфицирован тем или иным вирусом, или у него уже есть антитела к ним, никакой ужин плотный, ни завтрак ничего не изменит. Единственное, все равно просьба, чтобы человек приходил после легкого завтрака. Почему? Потому что кровь может быть хилезной, с жирами. И такую сыворотку использовать для исследований просто нельзя. Вот из таких соображений просто нужно, чтобы это был хоть легкий завтрак. Но есть можно. Вот. Есть еще такое понятие, как гемолизированная сыворотка. То есть когда человек приходит в таком стрессорном состоянии, и у него тяжело взять кровь, этот стресс сказывается, и
иногда очень тяжелые глубокие вены, и медсестрам не сразу удается взять кровь, это тоже сказывается на крови, и она гемолизируется, то есть разрушаются эритроциты, она становится такого ало-красного цвета, и такую сыворотку тоже использовать для исследования нельзя, то есть запрещено. Поэтому порой приходится пациентам отзывать и перебирать у них биоматериал. Но опять-таки важно, как вот пациент настроится на этот забор крови. Можно я сейчас вас перебью, потому что мы говорим, а показать телезрителям эту лабораторию не можем. А почему не можем? Можем, потому что Илана Какаря нам подготовила видеоряд. Давайте посмотрим. Вот вы можете сейчас комментировать. Как бы был осуществлен вакуумный забор, разовые пробирки. С первого этажа биоматериал поступает на второй этаж в лабораторию. Вот такого рода лифт, да? Чтобы биоматериал не носить по центру, как бы это было изначально спланировано, так должно. Это гемоанализатор для исследования общего анализа крови. В таких вот пробирках необходимо кровь не сразу запускать в гемоанализатор, а прокрутить, подержать какое-то время, затем запустить. Так, это термошейкер, это биохимический анализатор автомат, полностью автоматизирован. Это проточный цитометр, с помощью которого можно иммунологические исследования. Это ПЦР-зона, куда с трудом пустили ваших сотрудников, потому что туда нельзя заходить. ФА-диагностика, ПЦР-блок. Здесь выделяется ДНК и РНК возбудителей. Да, все это очень впечатляет, я вам скажу. И должен быть ПЦР в режиме реального времени. Его тут, наверное, не засняли. Замечательный прибор, шестиканальный, с большими возможностями. Да. Спасибо. Впечатляет. Вот по поводу иммунологических исследований расскажите, пожалуйста. Насколько я знаю, в Абхазии ваши лаборатории только могут проводить такого вида исследований. Да, вы абсолютно правы. Этим мы тоже можем гордиться. У нас есть проточный цитометр, с помощью которого мы можем дифференцировать разные популяции, иммунологические клетки разные. То есть есть Б-звено иммунной системы, Т-звено иммунной системы, но вообще иммунитет делят на врожденный или естественный иммунитет и адаптивный или приобретенный иммунитет. И с помощью этого анализатора сегодня мы можем как врожденный, так и адаптивный иммунитет исследовать, дифференцировать клетки. В основном это основные популяции, это 5 популяций, CD19, CD3 субпопуляции, 4-8, CD16. Ну, наверное, эта терминология, она не совсем понятна будет пациенту, но суть состоит в том, что мы можем клетки иммунной системы и количественно, и то, как они работают. То есть одно, когда ты определяешь количество клеток. Например, ты определяешь, что нейтрофильные гранулоциты – это фагоциты, это те клетки, которые первые реагируют. Но недостаточно знать, в каком они количестве. Крайне важно знать, как переваривают они этот патоген. Поэтому мы не только фагоцитарную активность можем определить, но и поглотительную переваривающую активность этих клеток. То же самое с приобретенным адаптивным иммунитетом. Мы выдаем и количество этих клеток, и качество. Скажем, были лимфоциты, их количество, они продуценты иммуноглобулинов, продуцируют 5 классов иммуноглобулинов, и в то же время мы можем говорить о том, какое количество продуцируют эти клетки иммуноглобулина. Одно это количественное содержание, другое дело это работа этих клеток. Ну, безусловно, полезное исследование. Да, на сегодняшний день, наверное, терапевты больше обращаются к вам с данным видом исследований. Ну, вот. Вы знаете, я бы не сказала, что у нас стоит очередь на иммунологические исследования, потому что иммунолог нужен. Нужен иммунолог, нужны, может быть, еще, так выражусь, простите, понимание того, что это вот действительно нужно. А мы знаем прекрасно, что сегодня даже перед вакцинацией детей желательно не просто общий анализ
анализ крови сдавать, что порой тоже не делается, но исследовать иммунную систему ребенка. Это маловероятно, но часто бывают же и трагические случаи, когда у ребенка снижен иммунитет, ему дают вакцину, хотя я сторонник вакцины однозначно, за все вакцины, но при ослабленном иммунитете этого делать нельзя. Нужно подкрепить, довести до ума ребенка, а потом уже вакцинировать. Это недешевое удовольствие тоже может быть из этих соображений. Но в конкретном случае необходимость есть, и сам метод выполняется, востребованность, безусловно, будет, и я думаю, прежде всего, терапевты должны будут заинтересованы быть в этом. Чтобы наши граждане за этими исследованиями не выезжали за пределы Абхазии. Алиса Зурабовна, еще новые методики есть, которые ранее не применялись в республике? Какие? Да, сегодня есть возможность полностью раскрыть лабораторный спектр по гепатитам. То есть эта тема злободневная сегодня, к сожалению, она актуальна для нашей республики. Это исследование вирусных гепатитов В, С, Д. И сегодня с помощью ПЦР в режиме реального времени мы можем не только качественно, то есть определить, есть вирус или его нет, мы можем сказать, в каком количестве он в организме, мы можем сказать, какой генотип. А генотип в случае, в частности, с гепатитом С, важен для тактики лечения. Скажем, если это второй, третий генотип, то чаще всего лечение заканчивается полугодом. Если это первый генотип, то нужно лечиться год. Но крайне необходимо знать, какой генотип перед тем, как начинаешь лечение для тактики. Ну, то есть все это сегодня у нас есть. Никуда биоматериал не вывозится. Все это делается в стенах нашей лаборатории, потому что не напрасно были куплены эти приборы именно для того, чтобы все это делалось. Мы знали проблемы нашего народа, скажем так, да, и исходили из того... Обращаемость большая у вас? Нормальная. Я не могу сказать, что она низкая или очень большая, но не жалуемся. А очереди создаются или у вас по записи? Утром. Расчет на то, что пациенту нужно сдать, скажем, свой биоматериал, но ему нужно также попасть на работу. Поэтому с 8:30 двери нашего центра открыты, и, в принципе, за первые полчаса мы можем пропустить как минимум 5-6 пациентов. А результат исследований, когда вы даете, какой? Чисто клинические исследования, это общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия, как глоки, все делается в течение дня. Есть такое понятие, как ЦЕТО, если нужно быстрее, то этот вид исследования делается за 2-1,5 часа. ПЦР-диагностика гепатиты, да, то есть неделя 10 дней. Инфекции, передающиеся половым путем методом ПЦР-диагностики, тоже в течение недели. Иммуноферментный анализ, с помощью которого определяют гормоны, антитела к разным инфекциям, торч-инфекции, тецтомегала, герпес, токсоплазмоз, вирус Эпштейн-Бар, и ряд других, их более 90 параметров. Но все это делается в течение недели. Но опять-таки, если какой-то срочный случай, есть необходимость пойти навстречу пациенту, мы по возможности всегда это делаем. Потому что жизнь пациента, она на первом месте, безусловно. А детей вы принимаете? Да, детей мы принимаем. Первые месяцы работы мы принимали только детей с 4-5 лет, но у нас сегодня есть все возможности для того, чтобы брать уже грудничков. Потому что мы понимали, что это брешь, дети до года, их просто некому было брать и обследовать. Это проблема. Поэтому сегодня мы уже недельных, месячных детей берем и обследуем. Алиса Зурабовна, контроль качества как производится? Есть такое понятие, как внешний контроль качества и внутренний контроль качества. Каждое утро в лаборатории должно начинаться с того, что калибруются приборы. То есть каждый прибор имеет свой контроль, и только после калибровки, после того, как все контроли проходят, прибор готов для того, чтобы принять пробу и ее пропустить. Это один момент. Это тоже внутренний контроль качества. Каждая тест-система имеет свои контроли. И ни в коем случае нельзя жульничать и не использовать все эти контроли. То есть это недопустимо, это вообще подсудное дело, потому что если не будешь ежедневно в каждую постановку прогонять все контроли, их много, это затратно, скажем так. Но тем не менее, для того, чтобы выдать правильный, качественный результат, это делать необходимо. И внешний контроль качества, в Европе это, естественно, уже давно
давно практикуется. В России уже тоже обязательно. Каждый год для того, чтобы лаборатория была аккредитована, имела возможность работать, она должна пройти внешний контроль качества. Что это такое? То есть, когда лаборатория подписывает договор с организацией, там, в основном это здравоохранение этим занимается, присылаются лаборатории пробы, разный биоматериал с заведомо известной концентрацией вируса, гормона, антител. Лаборатория, естественно, не знает об этом. Это пробирки, промаркированные, но та организация, которая это присылает, она знает заведомую концентрацию того же вируса или там, антитела или еще чего-то. Лаборатория не в курсе. Она обязана исследовать этот биоматериал, как она это делает вот, рутинно, ежедневно, и отправляет полученные результаты аккредитирующей организации. И если все проходит, все совпадает, то лаборатория аккредитирует. Значит, она все сделала правильно, работает на должном уровне, качественно, все замечательно. Если нет, то нужно искать причину, почему нет, выяснять. Ну и если неверные результаты, конечно, такой лаборатории лучше не работать до тех пор, пока она не исправит свои ошибки. В Абхазии пока этого нет. Вот. Мы уже дали запрос, ждем, и вот именно в 2014 году ждем эти пробы, и будем это делать обязательно, потому что не делать этого нельзя. И я думаю, что и остальные лаборатории тоже будут следовать этому примеру. Это необходимо делать. То есть из нашей сегодняшней беседы мы поняли, что результаты, полученные в вашей лаборатории, не подвергаются сомнению. У меня, по крайней мере, как слушателя, сложилось такое впечатление. Спасибо. Всегда есть человеческий фактор. Естественно, мы не можем говорить, что все идеально, хотя я хочу в это верить и прикладываю максимум усилий, и весь наш дружный профессиональный коллектив. Ну, будем надеяться, что у нас не будет никаких казусов. Но все мы люди, да, может быть, я не хочу зарекаться, но пока вроде бы ни с какими серьезными проблемами мы не сталкивались. Алиса Зурабовна, разве здесь один вопрос хочу вам задать о ложноположительных ответах, анализах, когда люди вот сдают именно на гепатит и на ВИЧ. Вот, и часто люди возмущаются, почему так, почему. Поясните нам, почему так бывает. Такое имело место? Конечно, конечно. Я с этим сталкиваюсь периодически, потому что приходят, понимаете, нет такого понятия слабоположительный или там следы. То есть гепатит он либо есть, либо его нет. Поэтому вообще гепатит это такое определение гепатита, такой вид исследования очень ответственный. Да? Почему это происходит? Если это ПЦР-диагностика, это контаминация. То есть в ПЦР-диагностике есть определенные строгие, четкие условия работы, и там могут работать не все. Люди, которые там работают, это обученный персонал, и как бы просто лаборанта туда нельзя запускать. Там нужно работать в стерильных условиях, внутри бокса. Лишние какие-то манипуляции, они могут привести к этим, вот, как Руслан Александрович сказал, ложноположительным результатам. То есть некачественная работа может привести вот к таким результатам. То есть именно некачественная работа, да? По другим каким-либо причинам может быть, что ложноположительно? Может быть. Еще, если говорить об ИФА-диагностике. Значит, в ПЦР это исключительно проблема лаборанта и врача-лаборанта. То есть это либо на стадии выделения, либо на стадии готовки миксов это может происходить.
там вот это связано с тем, что не соблюдены вот эти стерильные условия. Это ПЦР-диагностика. В случае с ИФА-диагностика. Дело в том, что если в ПЦР мы обнаруживаем РНК или ДНК возбудителя, и тут ошибок быть не должно. Хочу такую небольшую ремарочку. Единственное, есть такое понятие, как невалидный результат, когда пациенты на терапии находятся, на антибиотикотерапии или антивирусной терапии. Есть период, когда этот материал, он не информативен, его биоматериал. Нужно там переждать 2-3 недели. Мы с этим сталкивались, да? И потом пациент сдает, и ты уже выдаешь ему абсолютно уверенно там, отрицательный или положительный результат. Но это заранее выяснить можно. Да, конечно. Мы вот, когда пациент приходит, мы его выясняем. Может быть, мы навязчивы, но для нас это важно. В зависимости от этого мы выбираем выделительную систему. Это нас выручает, конечно. То есть мы узнаем, на терапии пациент или нет, как давно он болен, с его слов. Ну, как бы такой небольшой анамнез собираем. Что касается ИФА-диагностики, то там в случае с гепатитом С определяются антитела. В случае с гепатитом В HBS антиген. Человек может переболеть, вирус может самостоятельно справиться с этим, организм может самостоятельно справиться с этим вирусом, вирус элиминирует, то есть уходит из организма, а антитела как память остаются. Поэтому ИФА и ПЦР должны идти в тандеме. Вот по ИФА пациент положительный, а в ПЦР он отрицательный. Почему? Потому что он переболел, организм сталкивался с этим вирусом. И память есть, и ты никуда от этого не денешься. Но в то же время в его биоматериале нет РНК или ДНК этого вируса. Значит, он сейчас здоров. И при этом иммунен. Как все сложно. Да. Но такие случаи часты. Ну вот, конечно же, в ИФА тоже есть свои тонкости. Не только потому, что человек там иммунен у него. Там тоже порой, не порой, а часто от качества работы зависит. Там есть свои ложноположительные результаты. Но если эта постановка идет в рамках инструкции, то такого быть не должно. И если в лаборатории из раза в раз они получают как бы положительные результаты, такие ложноположительные, то, конечно, нужно над этим работать. Это проблема. Вот вы говорите, насколько важен человеческий фактор. Кто специалисты вашей лаборатории, где они обучались, насколько они квалифицированы? Для нас это важный вопрос. Обучение проходило в Москве, в Санкт-Петербурге, в Краснодаре. И на период инсталляции наших анализаторов специалисты приезжали к нам сюда. Но, скажем, если брать даже наших медсестер, те, которые у нас на заборе, то им проводили мастер-класс по именно правильному забору. Это все кажется, что легко и просто, на самом деле правильно нужно взять вакуумную систему. Какую пробирку сколько раз нужно перевернуть, сколько минут она должна стоять, сколько минут она должна центрифугироваться. От этого зависит то, как мы потом будем делать анализ. То есть если на этом этапе это будет неверно, я, может быть, повторяюсь, то и дальнейшие исследования будут неверны. Что касается медсестер, это на месте здесь проходило. Что касается докторов, то в частности в Институте эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве вот, по ПЦР в режиме реального времени, по биохимии и гематологии в Москве, в Питере при больнице Боткина также по ПЦР, Институт имени Отто в Санкт-Петербурге по проточной цитометрии, ну, как бы и так далее. А вопрос цен тоже немаловажный для наших телезрителей. Насколько это дорого? Те уже постоянные наши пациенты, которые приходят, они знакомы с ценами, но большинство, конечно, наверное, еще не знакомо. Цены приемлемые. Могут ли осилить наши граждане? Что касается ежедневных клинических методов исследования биохимии, коагулогии, они не отличаются, в принципе, от всех других. Что касается ПЦР-диагностики, там, проточной цитометрии, некоторых ИФА-тестов, скажем, там, ну, те же антитела к рецепторам ТТГ, да, они более... Ну, в принципе, нам даже по Абхазии особенно не с чем сравнивать, потому что этих исследований не было. Если сравнивать как бы с российскими, то они приравнены порой немного выше. Но у нас есть мотивации, мы все завозим легально. А вы понимаете, что такое провозить
через две границы. То есть качество не может быть дешевым? Не может быть дешевым. Да. И тут же я хочу немножко затронуть тему тест-систем. И наши пациенты уже знают, когда мы выдаем результаты, мы указываем, какой прибор, какая тест-система. Ну, на доктора, в частности, врач-лаборант, посмотрев это исследование, по уже тест-системе и анализатору, может, это о многом говорит, может понять, на каком уровне было сделано это исследование. То есть есть более дешевые тест-системы, но мы не идем на это, потому что качество для нас на первом месте. Пусть это будет немножко дороже, но это качественно. Все в этом мире взаимосвязано. Здоровье и долголетие любого человека напрямую зависит от того, какие эмоции сопровождают его на протяжении всей жизни. Давно уже было замечено, что позитив улучшает состояние больного человека и даже приводит к выздоровлению больных. Ну, а негатив ухудшает самочувствие и выкладывает дорогу к серьезным заболеваниям. Человек, творящий добро в любом его проявлении, не только улучшает качество своей жизни, но и создает вокруг себя положительную ауру. Представляете, это доказали ученые. Все мы в состоянии кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Как? Да нужно перестать вокруг видеть сплошную грязь. Гляньте на мир широко открытыми глазами, и как он вас удивит. По мнению ученых, наши эмоции – точное отражение обменных процессов, происходящих в организме. Положительные и радостные несут позитивный настрой. Не забывайте об этом. Вот так вот, на такой позитивной, приятной ноте мы завершаем беседу с вами. Табуб айччаверазам. Табуб. Телехопштрам, ожиши дагалы, это медицина тужара, но из ферящий за стара, квартак хайцой, это Хаким Руслан Смар. Эфир Чехов по губзерах Чираеску Адыра Тарагойсра. Я цахцит. Ожи Ферашизара Квартак Хайцой это Хаким Руслан Смар. Абарх телехопство Зругамцу. Наш телезритель Артем Джонуа спрашивает, что значит плохая свертываемость крови и чем это плохо? Ну, начнем с того, что есть понятие нормальная свертываемость. То есть плохое – это все, что ниже нормальной или выше нормальной. Если повышенная свертываемость, это сгущение крови, то есть, соответственно, функции крови уменьшаются. Если это пониженная свертываемость, то есть она разжижается, в случаях кровотечения она вовремя не останавливается. Другой телезритель задает следующий вопрос. Результаты анализов показали, что у меня есть холестериновые бляшки. Насколько они опасны? Имеется, наверное, в виду холестериновые бляшки в сосудах шеи. Да. Если в сосудах шеи, то есть это их основная опасность заключается в том, что они, сужая просвет сосуда, ограничивают поступление крови по этому сосуду в головной мозг. То есть в меньшем количестве кровь попадает в головной мозг. Первая опасность. Вторая опасность, что вокруг этих холестериновых бляшек формируются различные тромботические отложения, которые в свою очередь могут отрываться и идти с кровотоком и вызывать инсульты. То есть такому человеку нужно быть осторожнее? Безусловно, обследоваться и лечиться нужно. А вот Анжела задает вопрос совсем иного характера. Делаются ли в Абхазии операции по пересадке кожи? Безусловно, и очень давно. То есть пересадка кожи – это не такая тяжелая операция. То есть ее выполняют по показаниям. Вот, основные показания – это либо ожоги, либо травматическое повреждение большого участка кожного покрова. То есть пересадка выполняется элементарно. Другой вопрос, если это имеется в виду косметические какие-либо дела, то есть есть там свои особенности с формированием рубцов вместе со стыковки слоев кожи. А вот у Алмаса проблема со сном. Спит больше 8 часов в сутки, но просыпается уставшим. Признак какого заболевания, спрашивает? Тут может быть много причин различных. Сейчас в 2 словах осветить это невозможно. Я думаю, что этому человеку нужно обратиться хотя бы к невропатологу,
а далее уже выясните, какой у него образ жизни, какие факторы способствуют тому, что у него нарушен. Сарахатала сьяцу жон хотели попшиве зураб. И вилаимхитаха убаси пшаху раиму уара ушхаднери тахуб дугаутерц уюхапширца за чем даргам со зарабхаб амши амты драсцаует. Из СМШ Сатвибр, он за Усрышсова в республиканской больнице хирургии. وجزاء برتروبا ستاركم احتي لو خبشتشام هرزب شوبيتسجي وجيش بود فكرانا شحتلا номер شح заслам. Минутка اشتا حضرة ترى خارقشوي خارشم سام. Руслан Александр Ипа, ласыласа терапия яд холотима кухарлат шажут. И чигямыста хирургия хайсыргем. ما بسحدا نسبي هدرت را хирургия захка. Абрекун яхяла, шерафя хопшу напсотили хопшрачы, зиграста с гуису адыратара агуисрам. Абзирас. Хай бабаб.